Безнаказанный долгострой. В Уфе около 700 человек, дольщиков жилого комплекса «Черемушки», уже несколько лет не могут дождаться завершения строительства. Однако, несмотря на это, у людей даже нет статуса обманутых дольщиков. По их словам, застройщик создает лишь видимость работ, ввязавшись в длительные судебные тяжбы. На все сделки, связанные с этим жильем, наложен арест. И, как всегда, заложниками ситуации оказались простые люди. На месте побывала Юлия Нигматуллина. 27-этажная высотка на улице Губайдуллина в Уфе. Заселиться сюда жильцы должны были еще в 2017-м. Жилой комплекс «Черемушки». Предполагалось, что здесь будет 3 многоэтажных дома. Но сегодня, спустя 5 лет с начала строительства, по-прежнему не завершено первое здание. Второе возведено примерно наполовину. Сегодня сюда приехали дольщики. Скажите, пожалуйста, в чем основная проблема? Почему вы до сих пор не можете заселиться в свои квартиры? Основная проблема в том, что строительство встало еще 2 года назад, так как деньги дольщиков делись непонятно куда. Застройщик судится с предыдущим застройщиком, который был. Соответственно, стоит арест на земли, не идут ипотеки, арест банков, и также в аресте земля у нас находится. То есть квартиры не продаются, финансирование отсутствует. У нас родился сначала первый ребенок, потом второй ребенок. А свои квартиры мы так и не получили. Сроки окончания строительства переносились неоднократно. Вот здесь на паспорте объекта мы видим, что дату пытались затирать и замазывать несколько раз. А сейчас дата завершения не указана вовсе. Здесь будет у нас детская площадка. Новая, да. Будем сюда приходить, играть. Дочка уже просит, давно выросла из маленькой кроватки. Говорит, купите мне кроватку побольше. Некуда ставить. Когда переедем, купим. И так у нас каждое предложение заканчивается. На самом деле застройщик создает только видимость, что строит объект. Живу напротив, каждый день наблюдаю с утра до вечера. Здесь, грубо говоря, 1 кирпичик в неделю. Но сейчас идет плитка. Они обшивают. Но это настолько медленно, что неизвестно, что когда у нас будет. Вот работает стройка, вот мы утепляем, вот. Ну где, что? Вот мы не видим никого. Вот, как время обед. Ну нельзя снимать на территории стройки. Скажите, пожалуйста, на территории стройки в нетрезвом состоянии находиться можно? Да. Серьезно? Да. Здравствуйте, а вы работать будете сегодня? Да, сейчас работаем. А что будет? Нас не признают проблемными дольщиками, потому что застройщик не признан банкротом, он не хочет себя признавать банкротом, соответственно, и никакие юридические меры, помощи никто ничего не может предложить по ЖК «Черемушки». Сейчас мы попробуем узнать, как интерпретирует ситуацию руководство компании-застройщика. Офис организации находится в большом, современном, достроенном здании бизнес-центра. Скажите, пожалуйста, с чем связаны столь серьезные задержки по срокам сдачи объекта? На сегодняшний день строительство не останавливается, как вы видите. Задержка основная связана с тем, что у нас есть производственный процесс, акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» по «Монолитстрою» на более 100 миллионов рублей. А те средства, которые внесли дольщики, они уже потрачены? Они уже потрачены. Как закончатся у нас судебные процессы, мы будем аккредитовываться в других банках, брать кредиты, но обязательно достраивать объект. Марсель Эльдарович, скажите, пожалуйста, знают ли в администрации города о положении дел на этом объекте? Да, вы правы. На самом деле администрация города Уфы данный вопрос держит на контроле. То, что ЖК «Черемушки», сдача жилого дома идет низкими темпами, мы не можем сказать, что это обманутые дольщики. На самом деле сейчас разрешение на строительство мы продлили до 31 декабря этого года. К данному вопросу подключился также Госстрой, и в ходе проверки нецелевого использования денежных средств выявлено не было. Не прошло и часа с того момента, как съемочная группа телеканала БСТ покинула строительную площадку. И вот мы видим, что люльки снова спущены вниз, и никаких работ на фасаде не ведется. Вопрос о том, когда жильцы все-таки смогут заселиться в свои квартиры, по-прежнему остается открытым. Юлия Нигматуллина, Булат Садриев, Новости Уфа.